День. Сегодня действительно прекрасный солнечный день. Вчера он был не таким ярким в моей жизни, ввиду того, что вчера испытал, наверное, чувство, которое давно не испытывал. Это давно, с 90-х годов. Очень вспомнились 90-е годы, когда я увидел вооруженную банду во главе ранее неизвестным мне человеком Каном Кварчи, только по слухам, по каким-то телеграм-каналам я знал о том, что это не совсем добросовестный гражданин Республики Абхазия, как его позиционируют некие силы. Ну вот вчера я действительно увидел, кто такой Кан Кварчи, я действительно увидел, на что он способен со своей бандой. Эти люди наглым образом ворвались в офис, и троих совершенно ни в чем не виноватых людей, находившихся в офисе, занимающихся общественной деятельностью, связанной с печатью газеты «Абхазский вестник», обвиняли, как говорится, во всех смертных грехах. Вот. Моих товарищей на протяжении 2 часов избивали. Ивана, наверное, раза 4 или 5, я уже не помню, этот сумбур, вся эта вакханалия, которая происходила, точное число ударов, нанесенных ему в область головы, это было очень много, поверьте. Павел тоже пострадал физически. Это было ужасно, это было дико, ввиду того, что с 2019 года я ежегодно и не один раз приезжаю в отпуск и просто отдохнуть в Республику Абхазия исключительно с добрым сердцем, исключительно с хорошим настроением, как приезжаю, так и уезжаю с Республики Абхазия. В этот раз получилось не совсем так, как получилось. Вы видели эти ужасные ролики в интернете. Да, это все правда. Сосчитать количество человек этой банды было невозможно, потому что на протяжении 2 часов группы лиц 8-10 человек, одни приезжали, другие уезжали, одни били, другие угрожали физической расправой, вплоть до расстрела. Ужасно, ужасно. И до сих пор это как во сне. Для меня непонятно, почему, в чем мы виновны, что произошло. До сих пор мне непонятно, в каких грехах нас обвиняют. Собственно, по себе могу сказать, что моя задача, и приглашен я был в республику для того, чтобы печатать газету «Абхазский вестник». Что в этом плохого, совершенно не понимаю, потому что абсолютно хорошее, на мой взгляд, позитивное издание, которое доносит людям правдивую информацию, не искаженную какими-то телеграм-каналами. Люди понимают, что, читая эту газету, люди понимают, что в действительности происходит в республике. Отдельно хочу сказать спасибо правоохранительным органам Республики Абхазия, милиции, службе государственной безопасности Республики Абхазия за то, что отреагировали и эвакуировали, скажем так, вовремя нас до того момента, как нас бы увезли с этого офиса и сделали с нами какие-то еще неправомерные действия, вплоть до нашего физического устранения.